Это программа «Актуальное интервью». По итогам 2018 года в республике отмечено снижение числа зарегистрированных преступлений, в том числе преступлений против собственности, с 6,5 до 5,5 тысяч. Но, тем не менее, сохраняется большое количество таких преступлений, как кражи личного имущества. Отмечен рост злодеяний, связанных с мобильным мошенничеством. О профилактике такого рода преступлений поговорим сегодня с прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры республики, советником юстиции Андреем Петровым. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и начнем, наверное, с такого вопроса. Сколько квартирных краж совершается в республике и отмечен ли рост таких преступлений? Ну, в прошлом году в нашей республике совершено более 320 квартирных краж, что на 17% меньше, чем годом ранее. Раскрываемость их составляет порядка 70%. Тем не менее, большое количество квартирных краж остаются нераскрытыми. Это обусловлено прежде всего неочевидным характером данных преступлений. Злоумышленники совершают эти преступления, как правило, группа лиц по предварительному сговору, пользуются специальными техническими средствами, такими как мобильная связь, радиосвязь, тщательно готовятся к этим преступлениям, действуют очень быстро. Что касается квартирных краж, какие обычно способы используют воры для проникновения в жилище? Злоумышленники используют различные способы, механизмы для проникновения в жилище граждан. Это от банального вбивания двери до подбора ключей. Это могут быть, проникновение через форточки, окна, балконы. Это может быть разбор замка специальными устройствами. А какое наказание предусмотрено за квартирную кражу? За квартирные кражи уголовным законом предусмотрено наказание до 6 лет. Но оно может быть разным в зависимости от размера хищения. Например, если квартирная кража совершается в составе преступной группы или в особо крупном размере, наказание может достигать до 10 лет лишения свободы. А существует ли законодательная обязанность собственников по содержанию своего имущества? Да, такая законодательная обязанность имеется в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации. Собственник имущества несет бремя по его содержанию самостоятельно. Что это означает? Это означает, что несмотря на то, что правоохранительные органы, конечно, должны и обязаны раскрывать эти преступления, тем не менее собственники имущества, они должны сами обеспечивать сохранность принадлежащего им имущества. Вот мы с вами затронули тему проникновения в жилище, а как-то более подробно, может быть, расскажете, как квартирные воры выбирают, скажем так, квартиру, в которую они собираются проникнуть, как проводят наблюдение, может, какое-нибудь? Да, к этим преступлениям тщательно готовятся, как правило. Как я уже повторял, совершается это группой лиц. Например, известны случаи, когда один злоумышленник проследует за хозяином квартиры куда-то там в город, да, по мобильной связи передает тем лицам, которые в это время вскрывают замок. И эти кражи совершаются довольно быстро, там хватает буквально 10-15 минут, если это целенаправленно. А может быть, видеонаблюдение, установленное в подъездах, как-то может обезопасить жильцов? Ну, скажем так, это может остановить непритязательных злоумышленников, но если это идут целенаправленно, как правило, видеосъемка их не останавливает, потому что камеры в наших подъездах зачастую установлены с низким разрешением и не приспособленным к снятию в темное время суток. Ну а если камеры не спасают, может быть, есть какие-то действенные советы, которые могут обезопасить все-таки жильцов? Ну, во-первых, можно установить металлические двери с качественными замками, желательно не менее 2 замков. Всегда, если вы покидаете свое жилище, закрывать форточки, окна, балконные двери. Ну и, конечно, не оставляйте открытой входную дверь, если вы покидаете жилище на непродолжительное время. Кроме квартир, у многих есть и дачи. Как обезопасить себя от воров, владельцам дачных участков?
Ну, дачные кражи относятся к сезонным преступлениям. Период их совершения начинается с весны и заканчивается поздней осенью. Зачастую дачными кражами занимаются лица ранее судимыми, лицами, злоупотребляющими спиртными напитками. Добычей таких людей становятся любые вещи, представляющие минимальную ценность. Это продукты питания, это могут быть инструменты, предметы быта, все что угодно. Рекомендации, они довольно простые. Это, во-первых, не оставлять ценные вещи на даче. По возможности все увозить с собой в город. Если такой возможности нет, можно эту вещь, например, дать на хранение соседям, которые постоянно проживают на даче. Такие советы. А вот владельцы дачных участков, объединенные в товарищество, каким-то образом могут выходить с инициативой по охране, допустим, так называемых кооперативов к органам МВД? Ну, конечно, это законом не запрещено. Они, конечно, могут обращаться в органы внутренних дел. Другое дело, что не всегда есть такая возможность. К сожалению, сотрудника полиции не представишь каждому дому, каждой даче. Охранять ее это невозможно просто технически. В последнее время все большую популярность у автовладельцев приобретают так называемые автоодеяла. Какие советы можно дать владельцам таких компактных мобильных теплых гаражей, чтобы не стать жертвой мошенников? Да, действительно, в последнее время портативные гаражи, они набрали популярность, особенно в нашем городе. К сожалению, их нередко воруют. Рекомендации, они хорошо известны автовладельцам, я их могу лишь только напомнить. Это, во-первых, оставлять на портативных гаражах какую-нибудь надпись. Это может быть государственный номер автомобиля, это может быть номер мобильного телефона владельца. Рекомендация следующая. Это, вшивать в ткань какую-нибудь пометку, известную только владельцу, что поможет в последующем, если все-таки кража произошла, идентифицировать ваше одеяло и таким образом помочь в раскрытии преступления. Можно, как вариант, наехать передними колесами также на одеяло, чтобы его просто физически невозможно было похитить. Конечно, злоумышленники могут и закрасить вашу надпись, и нашить там какую-нибудь заплатку, но тем не менее сбыть портативный гараж с надписью значительно сложнее. Это злоумышленник понимает и, скорее всего, обойдет его стороной. В последнее время также широкое распространение получили преступления, которые объединили одним термином «мобильное мошенничество». Какие виды преступлений входят в этот вид? И много ли таких преступлений совершается в республике у нас? Под термином «мобильное мошенничество» понимают дистанционные хищения, которые в зависимости от способа его совершения могут квалифицироваться как кража и как мошенничество. В республике, да, отмечен рост данных преступлений. Их совершено более 800 в прошлом году. Рост составил 21%. Раскрываемость их, к сожалению, остается на низком уровне, порядка 10-15%. Это обусловлено с чем? Это обусловлено с тем, что эти преступления совершаются лицами, которые находятся в других регионах страны. Они используют сим-карты, оформленные на третьих лиц. Можно, наверное, еще сказать, нехватка опыта, может быть, у оперативных работников для раскрытия данных преступлений. И, конечно же, большая нагрузка на сотрудников органов внутренних дел. А в масштабах страны, если посмотреть, как у нас обстоят дела в плане статистики? Во всех регионах, насколько мне известно, во всех регионах страны отмечается рост данных преступлений. Наша республика в этом отношении не исключение. Это обусловлено прежде всего развитием технологий, доступностью сетей и, скажем так, дешевизной. Если говорить о мобильном мошенничестве, то какие основные способы хищений применяются, когда совершаются такого рода преступления? Злоумышленники применяют несколько способов, они постоянно совершенствуются, или, можно сказать, механизмов совершения хищений. Самые популярные – это, наверное, звонки, поступающие звонки злоумышленников, которые представляются работниками банков или других учреждений, или даже сотрудниками полиции.
При разговоре они получают информацию от значит, собственников денежных средств, и таким образом происходит снятие денежных средств с банковских карт. Кстати, это могут позвонить, может и девушка, представиться работником банка с приятным голосом, представиться и таким образом совершить хищение. Второй способ – это рассылка сообщений, в котором значит, владельцу мобильного телефона представляется возможность перейти к определенной ссылке, и перейдя к этой ссылке, он значит, заносит вредоносную программу на свое устройство, и тем самым злоумышленник получает доступ к его персональным данным. И в последнее время большую популярность значит, получили совершение мошенничества при интернет-покупках. Значит, злоумышленники предлагают наложенный платеж, то есть покупателю предлагается оплатить за покупку непосредственно на почте. При получении? Да, при получении. Но, естественно, покупатель не знает, что вскрыть покупку он может только после оплаты. Открывая посылку, оплатив уже за нее, он обнаруживает там не совсем то, что заказывал. К сожалению, такие случаи нередки. Скажите, кому быть больше нужно настороже, чтобы не стать жертвой преступников? Кто чаще всего попадается им на удочку? Ну, жертвами такого рода преступлений становятся люди разного возраста и люди разных социальных групп. Это заблуждение полагать, что жертвами становятся только лишь люди преклонного возраста. Это могут быть и студенты, и работающие люди, и пенсионеры. А существуют ли какие-то универсальные рекомендации или, может быть, какие-то конкретные, чтобы уберечься от таких преступлений и не стать жертвой? Ну, во-первых, нужно проявлять бдительность. Если к вам поступил звонок, если значит, звонящий предлагает вам передать ему какую-то информацию, это пин-код, например, или код, который на обратной стороне карты, ни в коем случае этого делать нельзя. Нужно сразу проявить настороженность. Если поступает сообщение какое-то или в мессенджерах, либо смс-сообщение, также не переходить ни в коем случае по каким-либо ссылкам и так далее. Если совершается интернет-покупка, то необходимо тщательно изучать интернет-сайт, проверять дату его создания, когда он был создан, и посмотреть, имеется ли юридический адрес, какие-то другие контактные данные, и, конечно же, обращать внимание на цену. Если она излишне занижена, нужно насторожиться. Ну и вкратце, все-таки преступление произошло. Что делать человеку, если он стал жертвой мошенника? Куда обращаться? Нужно немедленно заблокировать карту и обратиться в органы внутренних дел. Большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню, что в студии у нас был прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов прокуратуры республики, советник юстиции Андрей Петров. Это была программа «Актуальное интервью».